Экс-кандидат в президенты США демократ Берни Сандерс, проигравший на праймерис Хиллари Клинтон, публично поддержал недавнюю соперницу. Сенатор выступил накануне на предвыборном мероприятии Клинтон в штате Нью-Гэмпшир. С нами в студии наш корреспондент Наташа Мозговая, которая продолжает освещать для нас президентскую гонку в США. Наташа, здравствуй. Насколько я понимаю, обещанной политической революции для Берни не получилось. Здравствуй, Игорь. Да, революционер встал в строй. 74-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который в период праймерис неожиданно для всех из политического маргинала превратился буквально в культовую фигуру молодых демократов и признал, кстати, свое поражение лишь 3 недели назад, так, наконец, он сделал так называемый политический эндорсмент. Она будет названа кандидатом демократов в президенты, и я намерен сделать все, что в моих силах, чтобы она стала следующим президентом Соединенных Штатов. Я пришел сюда, чтобы объяснить как можно четче, почему я поддерживаю Хиллари Клинтон и почему она должна стать нашим следующим президентом. Следующие 2 недели знаменуют крайне важный этап предвыборной гонки. У республиканцев и демократов пройдут национальные съезды партий. Их официальная цель – формальное голосование и представление кандидата в президенты, а также, как правило, его партнера по предвыборной гонке – потенциального кандидата в вице-президенты. А неформальная, но не менее важная цель – консолидация партии после нервного периода праймерис. И вот в этом процессе публичная политическая поддержка со стороны влиятельных фигур, в том числе бывших соперников по президентской гонке, играет очень серьезную роль. Особенно, когда поддержка аргументирована. Вот Сандерс, например, вчера объяснил, что Клинтон поддерживает многие идеи, за которые он борется, поэтому речь не идет о выборе меньшего из 2 зол. Стоит напомнить, что неделей ранее кампанию Клинтон поддержал президент Барак Обама, который выступил с ней на встрече с избирателями в Северной Каролине. Сейчас Клинтон очень нужны голоса молодежи, которая поддерживала Сандерса, а бывшую первую леди и госсекретаря считала олицетворением истеблишмента в отрицательном смысле. Наша страна отчаянно нуждается в ваших голосах и вовлеченности. Реакция Дональда Трампа в Твиттере. Я несколько удивлен тем, что Берни Сандерс не сохранил верность себе и своим сторонникам. Они недовольны тем, что он продался. Согласно новому опросу агентства Рейтер, Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа с преимуществом в 13 процентных пунктов, то есть на 3 больше, чем на прошлой неделе. Однако 21% американцев не хотят голосовать ни за одного из 2 участников президентской гонки. И в ближайшие месяцы борьба будет идти именно за эти голоса неопределившихся избирателей и за ключевые колеблющиеся штаты, которые голосуют то за демократов, то за республиканцев. Опрос Кунипекского университета показывает, что в 3 из этих самых колеблющихся штатов – Флориде, Огайо и Пенсильвании – кандидаты сравнялись или Трамп даже обошел Клинтон. Вероятное объяснение – финальная фаза скандала с личным сервером, который Хиллари Клинтон использовала для служебной переписки на посту госсекретаря США. ФБР решила не рекомендовать выдвигать против нее обвинения по этому поводу, и Минюст принял рекомендацию. Но директор ФБР при этом резко раскритиковал Клинтон и ее помощников за безответственное обращение с секретной информацией. Дональд Трамп, естественно, будет продолжать пытаться привлечь на свою сторону разочарованных сторонников Берни Сандерса, которые пока не готовы отдать свои голоса Хиллари Клинтон. Вряд ли убежденных социалистов, скорее тех, кто устал от профессиональных политиков.